Сегодня наш уже традиционный вечер с Эльмиром Низамовым, с моим драгоценным другом, композитором. Концерт в Старом Рояле. Здесь такое намоленное место. Сцена уже заряжена определенной атмосферой, и здесь очень хорошо. Я вообще очень люблю камерные вечера, когда ты очень близок со своим слушателем, когда это интим, когда это такое откровение, только рояль, только голос. Мы подготовили разнообразную программу, где будут как наши татарские, так и русские композиции разных жанров. Это и романсы, это и арии из оперы, арии из мюзикла, и также наши песни в эстрадном стиле. Будет очень красиво. Вообще, что мне очень нравится в нашей коллаборации с Эльмирой, что мы поем совершенно разную музыку. Это и романсы, это и отрывки из мюзикла, это и такие баллады сложно сочиненные, на сложные тексты. Это и песни, которые действительно знают и любят наши люди. И мне очень нравится, что Эльмира все это сама любит, она это может. И мне кажется, не зря вот мы с ней так спелись в таком тандеме уже много лет. Сегодня, мне кажется, тот зритель, который пришел в Старый Рояль, он отличается от тех, которые приходили до этого на нашу камерную историю. И мне интересно с ними познакомиться, а с нашими уже поклонниками снова встретиться. Я являюсь большим поклонником творчества как Эльмиры, так и Эльмира. Я считаю их уже выдающимися, наверное, да, артистами именно татарского, и не только татарского мира музыки, а современной городской именно музыки татарской. Да. Я их очень люблю и ценю их творчество. Ну, это музыка для души, музыка счастья, когда ты наедине с ними. Это же не всем может быть музыка подходить их. Но мне, например, я с ними синхронизируюсь, и мне это откликается. Очень нравится лиричность музыки Эльмира, очень нравится манера исполнения. Ну вот сейчас нравятся премьерные мелодии, которые к спектаклям «Взятые Камалы» идут. Вот. Ну и, разумеется, Метилда Зауш, их знаменитое творение, вот, которое не оставляет равнодушным. Мне кажется, уметь петь – это одно, а уметь петь новую музыку – это совершенно другое, потому что до тебя это никто не пел, у тебя нет никаких ориентиров, ты не знаешь, как это должно быть, тебе некому подражать, ты должен сам вытаскивать из этой музыки, из этих слов смыслы, рождать эти смыслы, преподносить, доносить эти смыслы, и Эльмира это умеет делать. И мне кажется, вот именно поэтому мы с ней вот в такой вот связке уже много лет работаем. Но самое главное, я бы хотела подарить нашу музыку, в которой абсолютно все. В ней любовь, в ней добро, в ней свет, в ней много разных чувств, эмоций, которые отражают всю гамму нашей жизни. Я желаю им нескончаемого вдохновения, веры в людей, чтобы они это превращали в такую красивую музыку в свое творчество. Безусловно, надеюсь, что это будет приятный вечер и для всех гостей, и для самих артистов, чтобы все сложилось. Иногда такое бывает чувство, что от этих чувств хочется плакать. Ну, это очень приятно. Для меня вообще, конечно, каждая песня – это маленький спектакль. И Эльмира это превосходно делает. И я надеюсь, что сегодня этот спектакль из маленьких спектаклей соберется в один большой спектакль. Хайырлы кич. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады вас всех приветствовать на нашем сольном концерте в прекрасном ресторане «Старый Рояль». Пусть наш сегодняшний вечер будет полностью отдан Ее величестве музыки. Кетерген yollarda Мен yıllar, мен şakra, мен ada Мен türlü gazapna ötümde Min seni köklerde saradım Karanlı tünlerini kiştimde Min seni tünlerden urladım Niga min seni kasan deme
Виктор Ахмед, спасибо большое. Хайли Кич, добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы сегодня с нами. Мы сегодня споем самые свои любимые, самые свои дорогие для нас песни. Будет много песен, которые, я думаю, вы знаете, и много что вы еще, может быть, даже не слышали. Мы начали наш концерт с песни «Митины Ходадан Сурадым» на слова Резиды Зайниевой. Следующая песня называется «Бәлюш Чеклар», слова Рената Хариса. Bellur ışıklar yanan yapraklarda Kıyaş nura belen taşa Nişek saklar gasa Nişek saklar gasa Almaz bulmay kalgan bu taşına Nişek saklar gasa Nişek saklar gasa Almaz bulmay kalgan bu taşına Bellur ışıklar yana yapraklardan Eytersen ele o yaz tam şuka Nişek saklar gasa Nişek saklar gasa Dulkan bulmay kalgan tamşına Nişek saklar gasa Nişek saklar gasa Dulkan bulmay kalgan tamşına Bellur ışıklar yana yapraklardan Elle yıllar, elle söylenip Nişek anlatırga, nişek anlatırga Bәхет bulmay kalgan söyüne Nişek anlatırga, nişek anlatırga Бәхет булмай калган Спасибо большое. Микзур Ахмед. В моем репертуаре 99,9% это песни, написанные Эльмиром. И сегодня, кстати, будут исполнены и арии из мюзиклов. Арии из мюзиклов у меня были в репертуаре. Эстрадные песни были. Но вот романса в написании композитора у меня еще не было. И тут однажды Эльмир мне звонит и говорит: я написал, мне кажется, говорит, поэму. Я говорю: хорошо, я готова. И на стихи Эдуарда Асадова сегодня для вас прозвучит романс «Не уходи».
Не уходи из сна моего. Сейчас ты так хорошо улыбаешься, как будто бы мне подарить стараешься кусочек солнышка самого. Не уходи из сна моего. Не уходи из сна моего. Ведь руки, что так нежно обняли, как будто бы радугу в небо подняли, и лучше их уже нет ничего. Не уходи из сна моего. В былом у нас вечные расстояния, за встречами новых разлук терзания, сплошной необжитости торжество. Не уходи. Не уходи, не уходи из сна моего. Не уходи из сна моего, ведь руки, что так нежно обняли, как будто бы радугу в небо подняли, и лучше не сделаешь ничего. Не уходи из сна моего. В былом у нас вечные расстояния, за встречами новых разлук терзания, сплошной необжитости торжество. Не уходи, не уходи, не уходи из сна моего. В былом у нас вечные расстояния, за встречами новых разлук признания, сплошной необжитости торжество. Не уходи, не уходи, не уходи из сна моего. Не уходи из сна моего. Не уходи. Я не уйду. Меня часто спрашивают, как пишется музыка. Ну, на самом деле я сам не знаю. Если бы я знал,
Если вообще был секрет, то я думаю, что можно было бы этому обучиться, и все могли бы это делать. Но это какое-то таинство. Но это таинство всегда окружено какими-то встречами, какими-то знаками, какими-то случайностями, неслучайностями. Очень часто бывают какие-то такие интересные моменты жизни, которые тебя сподвигают что-либо написать. И вот следующее произведение, которое сейчас прозвучит, оно как раз имеет какое-то свое благословение, мне кажется. В прошлом году я выпускал спектакль, мы выпускались вместе с Ильгизом Зайниевым, спектакль по Мольеру в Псковском драматическом театре. Псков, кстати, очень красивый город, я вам очень рекомендую туда съездить. Но помимо Пскова я решил съездить, там есть такое место, называется Пушкинские горы. Я знал, что там есть имение Пушкина, но я никогда не знал, что он там и похоронен. Вот Пушкин наше все, мы учимся с Пушкиным, мы растем рядом с Пушкиным. Но оказывается, я лично, для меня это было открытие, что там он и похоронен. И вот, проведя несколько дней в этих пушкинских местах, в доме, который принадлежал его матери, в домах, которые окружали жизнь Пушкина, где он проводил такие вечера, где он влюблялся, где он посвящал свои стихи прекрасным дамам. И вообще очень много, что он там написал. Вот проведя несколько дней там и съездив на его могилу, я как-то очень сильно проникся этим и вернулся домой. Но проникся, я и забыл уже, собственно говоря, что я туда съездил. Но вообще, конечно, Пушкин для композитора это всегда такой какой-то вызов. Я никогда не писал музыку на слова Пушкина, потому что мне казалось, где Пушкин и где я? Что это что-то такое святое, что Чайковский писал на его слова, Глинка писал на его слова. И как-то, очень так вот страшно писать на его слова после таких гениев. И вот, собственно говоря, после этой поездки, спустя неделю, мне звонит мой один друг, режиссер, и говорит: нам нужно произведение на слова Пушкина, а ты мог бы что-нибудь нам сыграть? Это был юбилейный прошлый год. Эльмира бы красиво это спела, а ты бы это сыграл. Может быть, какой-нибудь ты возьмешь романс Пушкина. Я думаю, я помню «Чудное мгновение», есть у Глинки, да, знаменитый романс. И только он положил трубку, я подумал, а зачем я буду играть Глинку? Если я композитор, почему бы мне не написать что-нибудь самому? У меня дома есть полное его собрание, я начал судорожно искать его стихи, и на самом деле было найти очень сложно. То, что мне показалось бы подходящим. И в какой-то момент я вспомнил, когда я был в этих Пушкинских горах, в доме, в котором он был влюблен в одну девушку по имени Алина, он очень часто там гостил, он, собственно говоря, для этой Алины написал это знаменитое стихотворение: «Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть этот труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь». Это стихотворение мы все с вами прекрасно знаем. Я, собственно говоря, был в этом доме, в котором это стихотворение было написано. Я подумал, наверное, это очень символично. А возьму-ка, думаю, я это стихотворение, раз я побывал в этих местах. И вы знаете, я сел за инструмент дома, и в один присест эта музыка сама просто родилась. И у меня было ощущение, что этой музыкой как будто Пушкин мне ответил, как будто он мне поблагодарил, что я съездил туда, что я подумал о нем, что я поклонился его могиле. Это у меня было ощущение, что я как будто с ним через эту музыку, через его стихи великие, как будто я с ним соединился в этот момент. И это очень особенное для меня произведение. И сейчас мы для вас его споем. «Признание». Слова Александра Сергеевича, музыка моя. Споет Эльмира Калимуллина. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам, пора мне быть умнее,
без вас. Мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю, и мочи нет, сказать желаю. Мой ангел, как я вас люблю. Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, платье шум, или голос девственный, невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь мне отрада, вы отвернетесь мне тоска. За день мучения награда мне ваша бледная рука. Сказать ли вам мое несчастье, мою любимую печаль, когда гулять паром в ненастье вы собираетесь вдаль, и ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествия в опочку, и фортепиано вечерком. Алина, жальтесь надо мною, не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою, но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Мне кажется, что следующее произведение не только в татарской музыке, но и, в принципе, в музыке в целом, одна из самых красивых арий о любви. Песня «Аксылу» из мюзикла «Алтын қазан». Алтын білезәклерін sen giderдің түгілмә, алтын yüzегіме önce sen giderдің түгілмә, алтын yüzегіме önce sen giderдің түгілмә, бармағыңа бармағама sen тедірдің
қалқаларымны да сен кедердің түгелме қойнар тыныңны битіме сен тидірдің түгелме көз нұрларың белән мине сен кедердің түгелме йөрәгемне қойнар хисләр сен тидердің түгелме қоларыңнан нақлаған тыныңнан қойнарлаған қадірлі менің жаным қадірлі менің тәнім қоларыңнан нақлаған тыныңнан қойнарлаған қадірлі менің жаным қадірлі менің тәнім қоларыңнан нақлаған тыныңнан қойнарлаған қадірлі менің жаным қадірлі менің тәнім қоларыңнан нақлаған тыныңнан қойнарлаған қадірлі менің жаным қадірлі менің тәнім В этом году у нас состоялись два больших концерта в Турции. Один был в Анкаре, столице, а второй в городе под названием Искишахер. По-татарски мы легко понимаем это название, но мы никогда не знали об этом городе. Это удивительный красоты город. Он находится ровно между Анкарой и Стамбулом. И с большим симфоническим оркестром этого города мы спели большую программу. Там была инструментальная моя музыка, Эльмира пела много-много тоже моих произведений. И мы на этой сцене впервые с ней исполнили мою песню под названием «Туган Иль». Песня о родине из оперы «Карапулат», из «Черной палаты». Если кто-то был на спектакле или кто-нибудь был в Булгарах, я думаю, вы эту музыку узнаете. И Эльмира еще никогда это не пела в России, никогда не пела в Казани, никогда не пела в Татарстане. Но очень хотела. И вот в первый раз после Турции мы поем «Туган Иль» специально для вас. Туган ил ул мәңгелек ил, безнең йөрәктә
Да, Улам. Улам сейчас должен уже... Сколько там время? Бай ложиться должен Улам. Да, следующая песня «Тревожной матери» называется «Улам». В 2022 году, перед рождением Мурада, мне посчастливилось наконец-то иметь и в своем арсенале песню про сына. Когда я ее записывала, я не могла успокоиться. И, во-первых, я не могла себя собрать в кучу эмоционально. Понятно, что беременная женщина, гормональная женщина, то ее в слезы, то наоборот в истерический смех. Но мы в итоге записали. И сейчас эта песня удивительным образом живет, ее очень много поют, и для нас это очень радостно. Многие записывают кавера на эту песню. Одна из самых трогательных песен «Улам, сынок». Мин бәхетне күзләренә багам, кашагыма алам, иркәли бу дөньяны. Бөтен ямьнең кабер, синдә балам, синдә балам, синдә икән бит. Таянышым син моңа, һич тынмас татлы җырым. Син минем якты юлым. Улым, улым, өметем син җан җылым. Өзелер үзәк кылым, ак булсын барар юлым. Улым, улым. Зур күзләре, ашык елмая ул, барда әле аңа өр-яңа. Үз-үзеңә бүләк ясыйм дисәң, бала тудыр икән дөньяга. Таянышым син моңа, һич тынмас татлы җырым. Син минем якты юлым. Улым, улым, өметем син җан җылым. Өзелер үзәк кылым, ак булсын барар юлым. Улым, улым. Таянышым син моңа, һич тынмас татлы җырым. Син минем якты юлым. Улым, улым, өметем син җан җылым. Өзелер үзәк кылым, ак булсын барар юлым. Перед перерывом мы споем еще одну очень трогательную песню, которая называется «Әнкәй көтә безне». Наша мама посвящается. В преддверии
Дня матери. Göllerine nidir kili kili ankaykında sular sibede göller digen bula belaminden deriz oşa yoluna sözedir Atarazana Arga yağanda yalğız miler Enkayip deşen Ol mileşine Bola belaminde Terez oşa Yoluna sözedir Tanlar beler mileşlerge Tübep gözleri Kürüşüler Siregeyge soya Kaderleri Orta süzlerine Tönər jitsə Qoşıq jillərdən Tərəz şaqıb Alsam iləşlər Ul aşığıb Utan qabazadar Miləşlərdə Aşağı dərgəşlər Mileşlerge tübep gözleri Kürüşüler Siregeygen sayan Kadirlere Arda sözlerine Orta sözlerine Kürüşüler Siregeygen Saya Kaderlere Orta sözlerine
Сейчас я вам сыграю музыку, которую я написал специально для спектакля под названием «Авиатор». Этот спектакль идет в нашем театре кукол, вот прям буквально рукой подать. Это очень удивительный спектакль, удивительная история человека, который был заморожен почти навек, проснулся в другом веке и начал принимать новую реальность. Это такая притча о жизни человека, о времени, о любви, о смерти. Этот спектакль поставлен по одноименному роману Евгения Водолазкина, если вы его читали. И когда я начал работать над этим спектаклем, меня пригласил режиссер Ильгиз Зайниев, я сразу понял, что музыка должна быть в этом спектакле исключительно фортепианной, исключительно очень камерной и очень тонкой, потому что самой главной эмоцией этого спектакля для меня стало ощущение ностальгии. Герой постоянно вспоминает свою прошлую жизнь и размышляет о сегодняшней жизни. И вот это чувство ностальгии я хотел передать через музыку. И эта музыка так и называется «Авиатор». Сейчас специально для вас я ее исполню.
Эльмира Калимуллина. В этом году юбилей выдающегося татарского поэта Фатыха Карима, чья судьба трагично оборвалась в годы Отечественной войны. Мы все знаем подвиг Мусы Джалиля, но мы не так много знаем про Фатыха Карима. Хотя это поэт, который оставил очень большое наследие и также свою жизнь посвятил Великой Победе. В этом году в Казани появился памятник Фатыху Кариму. Он стоит Где он стоит? Метро «Молодежное». Да-да-да. Там, где раньше был парк Крылай, вот там рядышком. И когда ставили этот памятник, я написал песню специально к открытию этого памятника и в память о Фатыхе Кариме. Песня звучит на русском языке. Кстати, очень иронично и очень интересно. Песню эту перевел тоже человек, который прошел Великую Отечественную войну. Он уже ее перевел после. И сейчас специально для вас она прозвучит. «Награда храброму» называется. Наутро будет грозный бой, мне сердце говорит само, что, может, я сейчас спешу свое последнее письмо. Останется весь внешний мир, благоуханные сады, и на полянах меж цветов мои останутся следы. Забыв о смерти, жизнь, поверьте, любите родину свою, за верность родине бессмертие, награда храброму в бою, награда храброму в бою. Наутро будет шквал огня, в окошко малое сейчас, на солнце красное гляжу. Я, может быть, в последний раз останется весь внешний мир, благоуханные сады, на полянах меж цветов мои останутся следы. Забыв о смерти, в жизнь, поверьте, любите родину свою, за верность родине бессмертие, награда храброму в бою, награда храброму. Поверьте, любите родину свою, за верность родине бессмертие, награда храброму, награда храброму, награда храброму в бою, награда храброму, награда храброму, награда храброму в бою, награда храброму. Слова на эту музыку написала наша творческая подруга Лилия Габайдуллина. И эта песня, она настолько драматически светлая, что лично в моем репертуаре таких именно вот сложно сочетаемых, наверное, нет. В этом тексте и драма,
в этом тексте и свет, и надежда. И, конечно же, волшебным образом Эльмир может давать жизнь таким произведениям, и они, мне кажется, я уже, конечно, философствую, но будут жить на много-много-много веков вперед. Кышкы ялкын. Yazılmagan jırlar, qabanmagan janlar, dünyada dirlep bugün kışlar yanar. Yazlar küte yazmış teres teplerinde, yanğan anga yarılı güller küteriler. Baharga şayanu bilem mümkün tügel, kışka güller bulup yazlar kütem bugün. Salkın terazilerde alamı güzel, yanğan aran kışnan min qabızda müzel. Salkın buranlarda, salkın divarlarda, can yalğanın yağa bugün kışlar yanar. Yazlar küte yazmış teres teplerinde, yangınlarga yapışıp güller küteriler. Ahırga şayanu belem mümkün tügel, kışka güller bulup yazlar küten bugün. Salkın terazillerden alalmay gözüm, yangınların kışnan min qabızdan özüm. Ahırga şayanu belem mümkün tügel, kışka güller bulup yazlar kütem bugün. Salkın terazillerden alalmay gözüm, yangınların kışnan min qabızda özüm. Salkın terazillerden alalmay gözüm, yangınların kışnan min qabızda özüm. Yazmış buranları, adaştırsa meni koy vakit.
чуалсалар, хисләр буталсалар, жанға якын безнең калада, калада. Алып китшә такси, сәгатьләрем аксый, әллә вакыт тукталды. Алып китшә такси, күңел ярдан ташый, уй хисләрем буталды. Алып китшә такси, сәгатьләрем аксый, әллә вакыт тукталды. Алып китшә такси, күңел ярдан ташый, уй хисләрем буталды. Тукталышлар кала, чакрым арта бара, синең белән минем арада. Саклыйм яныш йөзләр, кала бары эзләр, жанга якын безнең калада, калада. Алып китшә такси, сәгатьләрем аксый, әллә вакыт тукталды. Алып китшә такси, күңел ярдан ташый, уй хисләрем буталды. Алып китшә такси, сәгатьләрем аксый, әллә вакыт тукталды. Алып китшә такси, күңел ярдан ташый, уй хисләрем буталды. Такси, такси. Алып китшә такси, сәгатьләрем аксый, әллә вакыт тукталды. Алып китшә такси, күңел ярдан ташый, уй хисләрем буталды. Алып китшә такси, сәгатьләрем аксый, әллә вакыт тукталды. Алып китшә такси, күңел ярдан ташый, уй хисләрем буталды. Такси, такси. Такси. Следующая песня была написана к спектаклю «Кытемсине. Жду тебя». Ильмир много раз рассказывал эту историю, но для тех, кто... Вообще, кто впервые на нашем концерте? Похлопайте, пожалуйста. Ого! Тогда можно рассказывать историю заново. Ты расскажешь, я? Ну ладно, тогда я. Я написал, ты спела, и все. А что? Подожди. Нет, У нее своя я версия. хочу рассказать. Ильгиз Заниев, режиссер данного спектакля. Мы эту песню поем. Вот. И в этом спектакле песни вообще не должно было быть. Но маэстро настаивал. И настоял до такой степени, что, оказывается, в Яндекс.Музыке пока третьим по счету, но по прослушиваемости именно эта песня «Кытемсине», да? Да, из наших с тобой песен самая прослушиваемая. Нет, да. Мэтт Йилдазы, а «Кытемсине». Вот видишь как. Жизнь меняется. Люди ждут. Да, действительно, я начал писать музыку к спектаклю «Кытемсине» и написал песню к этому спектаклю. Действительно, песня
полагалось. На что я сказал режиссеру, он сказал, что ну а где я там? Там никто не поет, и вообще там нету места песни. Я ему сказал, я говорю, ты сначала послушай песню, а потом, говорю, с тобой поговорим. Потом он сделал сцену целую специально для этой песни, чтобы песня могла там прозвучать. И я помню, когда я эту песню написал, и самым первым слушателем была моя мама, я показал ей эту песню, и она говорит: «Улам, син нәрсәнедер бик каты көтәсең». Сынок, ты чего-то очень сильно ждешь. Көтәм сине. Слова Резиды Губаев. Вообще песня про ожидание есть в спектакле, как женщины ждут рождения своих детей. И у каждого своя история. Көтәм сине, карашымны күккә төбәп каранама. Иңнәр җаннан көтәм шулай ин бәхетем. Күзгә әйләнеп нинди төстә зәңгәр күкме? Әллә инде яшел тугай? Көтәм сине, бәхет нуры. Көтәм сине, күзләремдә өмет тулы. Көтәм сине, көтәм сине. Көтәм сине, Ашар булам бәхетемә көтүләрем. Газаплы да һәм татлы да шул газапны. Тәмен бары көткән беләм, көтәм сине, бәхет нуры. Көтәм сине, Көтәм сине, көтәм сине. Кешеләрдән аңлау көтәм һәм сабырлык. Дөньядан мин тынычлык өмет итәм. Күзләрем Көтәм сине. Көтәм сине. Көтәм сине.
Спасибо большое, спасибо вам огромное. Сейчас я разберусь. Эльмира сейчас в пляс пойдет, видимо. Что-то там лишнее убрала. Тебе ничего не мешает? Царства маловато. Разгуляться мне негде. Что? Споем? Продолжаем. Yollar qaldı икәү атланмаган, сакланмаган сөю қалды рәнҗеп, һәм син калдың җиде юл чатында, ярап калды тынмас булып әрнеп, әйтелмәгән сүзем калды сиңа, әйтелмәгән сүзем калды җанда, тына икән җилләр давыл тына. Тынмай бары тик ашкыну канда. Ярты юлда мәхәббәтем калды, җырым калды, җырлап бетмәгән, язылмаган хатлар калды сиңа, имгакларым калды сүтмәгән, әйтелмәгән сүзем калды сиңа, ачылмаган серем калды җанда, тына икән җилләр давыл тына, тынмый бары тик ашкыну канда, әйтелмәгән сүзем калды сиңа, ачылмаган серем калды җанда, тына икән җилләр давыл тына, тынмый бары тик ашкыну канда. Әйтелмәгән сүзем калды сиңа, ачылмаган серем калды җанда, тына икән җилләр давыл тына, тынмый бары тик ашкыну канда, әйтелмәгән сүзем калды сиңа, ачылмаган серем калды җанда, тына икән җилләр давыл тына, тынмый бары тик ашкыну канда, әйтелмәгән сүзем калды сиңа. Әйтелмәгән сүзем калды сиңа. На самом деле, знаете, мне еще хочется вам рассказать. Вот сейчас. Вот она поет, да? Вот она поет, там, старается. А ведь вы этого не знаете, но так смешно. Она не знает, в какой момент я сейчас прибавлю, в какой момент я убавлю, в какой момент я повторю. Она этого не знает. Это наша с ней, на самом деле, игра на ваших глазах. Вам кажется, что так все отрепетировано. На самом деле, ничего... Ну, шулай бит инде. Конечно. Ну, шулай бит инде. И вот эти вот повторы, я думаю... Я думаю, а что сейчас она сделает? Думаю, что она запутается, она не запутается. Молодец. Класс, да? Браво, Эльмира! Әйтелмәгән сүзем калды. Короче, экзамен пройден. Следующая моноопера для меня будет написана. Ты не знала об этом? Ну скажи «да». Я всегда говорю «да». Разве можно отказать? Следующая песня. Спасибо.
обманутых женщин. Я не последний клиент в доме сердец полных трещин. Я заказала десерт. Знаю, не в первый раз это, только задую свечу, желание свое загадаю и верю, его получу. Простое счастье быть, простить и вновь любить, забыть, как бледный сон, и сердце выгнать вон. Простое счастье быть, простить и вновь любить, забыть, как бледный сон, и сердце вон. Знаю, все это было, мудрость бросала забот. В доме ночного светила теряла я свой поворот. Гуляя с подругой надеждой, снова встречала рассвет. В груди под строгой одеждой мой драгоценный секрет. Простое счастье быть, простить и вновь любить, забыть, как бледный сон, и сердце выгнать вон. Простое счастье быть, простить и вновь любить, забыть, как бледный сон, и сердце вон. Простое счастье быть, простить и вновь любить, забыть, как бледный сон, и сердце выгнать вон. Простое счастье быть, простить и вновь любить, забыть, как бледный сон, и сердце вон. Простое счастье быть, простить и вновь любить, забыть, как бледный сон, и сердце выгнать вон. Простое счастье быть, простить забыть, как бледный сон, и сердце вон. Простое счастье быть, простить и вновь любить, забыть, как бледный сон, и сердце выгнать вон. Простое счастье быть, простить и вновь любить, забыть, как бледный сон, и сердце вон. Конец. Спасибо большое. Но это не конец. Мечта любого артиста, любого творца, любого художника, любого человека, который что-то творит, конечно, жить в своих произведениях, остаться в своих произведениях. И у меня есть... Это даже не песня, это вот действительно такая вот исповедь для голоса, которая так и называется «Я в песне остаюсь». Написана песня была на татарском языке Минжером Дахалам на слова Галюсы Батталовой. А сегодня вам споем ее на русском. Тревожные ветра вставали предо мной, навстречу им прошла. Я долгий путь земной
мечту свою спасу, под сердцем пронесу, от бури заслоню, назло ветрам спою. Я в песне буду жить и в ней сгорать дотла. Единственный мой путь, и я его прошла. У жизни на краю я в песне остаюсь. Я в песне буду жить и в ней сгорать дотла. Единственный мой путь, и я его прошла. У жизни на краю я в песне остаюсь. Лечила песня ты того, кто хмурил бровь, дарила песня ты надежды и любовь. Через потери ты давала обрести душе моей цветам, давала расцвести. Я в песне буду жить и в ней сгорать дотла. Единственный мой путь, и я его прошла. У жизни на краю я в песне остаюсь. Я в песне буду жить и в ней сгорать дотла. Единственный мой путь, и я его прошла. У жизни на краю я в песне остаюсь. Я в песне буду жить и в ней сгорать дотла. Единственный мой путь, и я его прошла. У жизни на краю, у жизни на краю, у жизни на краю. Я в песне остаюсь. Я в песне остаюсь. Ну и закончим мы наш сегодняшний осенний, теплый, уютный вечер песней, которая вообще стала путеводной звездой, наверное, и для Эльмиры, и для меня. Мне кажется, нет ни дня, чтобы я не получал либо какое-то сообщение с этой песней, либо какой-то кавер, или кто-то просит ноты, или кто-то просто... Я натыкаюсь, когда... Особенно мне очень радостно, когда люди выкладывают свои фотографии или какие-то трогательные видео с близкими, с своими семьями, с друзьями, и там фоном звучит моя музыка. Это вот в этот момент я понимаю, что значит все не зря. И вот эта вот песня, она как раз об этом. Если хотите, подпевайте. Giller ise
ağa Quyoshni oyalashtirar Qaydandir g'alam turinar Yıldız nura ağıp tarar Bulutlar gider Dumanlı yollar adaşlara Ümit yıldızı yoktalığından Ko'nglim turinde balqıştarar Turı yollar, uğrav yollar O yaraha kavuşturar Hemen digen yıldız sönese Kaygılarga savuşturar Bulutlar gider Dumanlı yollar adaştıra Ümit yıldızı yaktalığından Ko'nglim turinde balqıştıra Bulutlar gider Dumanlı yollar adaştıra Ümit yıldızı yaktalığından Ko'nglim turinde balqıştıra Bulutlar gider Dumanlı yollar adaştıra Ümit yıldızı yoktalığından Ko'nglim turinde balqıştıra Bulutlar gider Dumanlı yollar adaştıra Ümit yıldızı yoktalığından Ko'nglim turinde balqıştıra Qaydandir g'alam turinar Yıldız nura ağıp Ты когда успел раздеться? Ты когда успел раздеться? Я успел на сцене, а ты сразу вышла готовая. Вот. Спасибо огромное, спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы слушаете нашу музыку. Нас это все очень сильно вдохновляет. Спасибо, Старый Рояль, спасибо за приглашение. Пусть будет много-много встреч впереди. Биг Зур Рахмет Сезге. Биг Зур Рахмет, для нас это большое счастье. До новых радостных встреч. Келесі ұшырашуларға қадар. Биг Зур Рахмет!
Спасибо, Айся. Ну, доставай ноты, давай. У тебя песен много? Я спою. Не, может, какая-то песня сегодняшнего вечера как-то особо полюбилась? Да? Ула. Так, еще какие варианты? Ничего себе, Минушонов все Озан. А еще что? Дуаны. Мне нужен пипец. Это не Низамов. Сегодня день Эльмира Низамова, Эльмир Калимуллина. Это мы с другой певицей, пожалуйста. Да. Просто мне захотелось с вами поболтать и познать ваш вообще... знаете ли вы репертуар? Тогда и тишину. Yıllar kaldı ikev atlanmagan, saklanmagan süyü kaldı rənjip. Hem sen kaldın iki yol şatında, yaram kaldı tınmaz bulup ernip. Eytilmegen sözüm kaldı sana, aşamagan sırım kaldı janda. Tınayken jiller davultına, tanımay barıdı kaşkını kanda. Yardı yolda mehabetim kaldı, jerim kaldı, jırlap bitmegen. Yazılmagan hatlar kaldı sana, yumgaklar